С самого доброго утра, в самой позитивной стране Европейского Союза. Латвия, привет, просыпаемся. Сейчас себе делаю бутербродики. Мне попалось одно видео, она пойдет следующим, покажу тебе. Мысль следующая, смотри, в данный момент у нас кошмарят педагогов. Учитель, это звучит гордо, чтобы ты понимал, да? За плохое знание латышского языка. А вот чувачок, который должен защищать этих педагогов, сейчас пытается всему миру рассказать, что он прекрасно владеет государственным языком. Зацени это видео, как мужичок по бумажке уже 20-й ролик рубит, потому что дело в том, что он не должен находиться там, в Сайме. Но фишка в том, что он пытается отмазаться. Не-не-не, я отлично знаю латышский язык. Посмотрите, как это выглядит, бля. Как это выглядит забавно. А самое главное, комично. Видишь, росликовцы, они не защищают учителей, а вот так вот кривляются. Ну и, в принципе, соу-соу как-то держатся в Сайме. Ну, а ты, конечно, голосуй за них. Голосуй. А то проиграешь. Es šobrīd atrodos Viesturdārzā, jeb Dziesmu svētku parkā, un kas gan var būt latviešu kultūras svētks par dziesmu svētkiem. Tas ir mūsu identitātes kods, Latvijas kultūras pamats. Aplūkosim, kāda stāvoklī šis ansamblis ir šodien. Vai tā ir cienīga vieta, lai godinātu tādus komponistus kā Alfreds Kalniņš, Emils Melngaila, Jāzeps Vītols, Jānis Simzi, Jurjunu Andrejs, Emils Dārziņš un citus. Kur ir rupes par Latviju? Par Kārļa Baumaņa vārdiem. Dievs svētī Latviju. Kamēr Rīgas domas patrioti aizraujas ar pieminekļu demontāžu un plāksnes maiņu, viņi pavisam aizmirsuši par Latvijas kultūru. Es atjaunošu šo ansambli un atgriezīšu dzīvību Rīgā.